Похороны прошли неделю назад, но воздух скорби и траура здесь, в доме Барханоевых, присутствует до сих пор. Под навесом вместе с родственниками глава семьи. Он потерял сына, рядом дядя, потерявший любимого племянника. Вот ворота дома пересекает и военный комиссар республики, чтобы напомнить: отважного, смелого, храброго сына потеряла и родина. Исламу Барханоеву было 28 лет. В первый день специальной военной операции он оказался на передовой, в самой гуще боевых действий. В тот день связь с ним прервалась, и до сих пор он считался без вести пропавшим. Ему канти болча якым дахажды. Яхюл куна халах мунхи халахам. Мейрл денил дахюхуш. يزعمسك دي أنا عايز بقول خان دي تعوز وسط خديعش وعوون ده وحلش حلقين بيرش ديك كان كجبون ديك يجي جوهن والله بالله ومن يجي مي كان كجمو دين دلش حال دلش إيش ديك خيا سميا أونير السجنيس وانو ود قوات شارع ولا يقوى قوات شارع ولا والله والإيمان دلش إحدلش إزدل دلش دين دلش عمسك والإسلام عايز بقول خان دي تكون حلش حلقين Старший сержант Ислам Барханоев был заместителем командира взвода гранатометного отделения огневой поддержки 3-й мотострелковой роты, дислоцирующейся в Ленинградской области. Вот он на фотографии сидит на танке, здоровый, крепкого телосложения, улыбается. Душа компании и незаменимый боевой товарищ, так о нем отзывается его сослуживец Александр Юдаев. До последней своей минуты жизни исполнял воинский долг, был верен присяге, прикрывал отход товарищей. И получилось так, что погиб, не услышал. Как это все случилось, я не могу знать, потому что мы разминулись, на разных направлениях шли. А они пошли вперед пошли. Получается, разведку пропустили, нашу разведку пропустили, а их зажали в полукольцо. Получается, отбивались как могли, но никто не думал, что вот так вот получится. Это вот одна из самых вот такая вот больших потерь в нашей части. Всегда был честен к своим товарищам по отношению по службе, да, там по воинскому долгу, требовательный, прямолинейный, откровенный, открытый, то бишь чистый, светлый человек. Собравшиеся отметили, что представители тейпа Барханоевых в разные времена отличались стойкостью, мужеством, обостренным чувством справедливости, чего стоит подвиг Уматгирея Барханоева, последнего защитника Брестской крепости. Да и дед Ислама Ахмед Барханоев погиб, бросившись грудью на амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Именно по его стопам в юности решил пойти ислам, когда выбрал военное дело. Старший сержант Ислам Барханоев, погибший при исполнении воинского долга, награжден указом президента России от 17 марта орденом мужества посмертно. Уважаемый Ахмед Султанович, уважаемая Фатима Хусейновна, позвольте мне передать награду, высшую награду Верховного Главнокомандующего, орден мужества, старшего сержанта Барханова Ислама Ахмедовича, погибшего при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины. Старший сержант Барханов Ислам Ахмедович стал на защиту мира и выполнял воинский долг до конца. Орден передали отцу погибшего военнослужащего. Амирхану Барханоеву вручили и благодарность от командования воинской части, где нес службу ислам.
Все собравшиеся выражают слова скорби семье погибшего. Соболезнования адресованы сестрам и маме ислама Фатиме Барханоевой. От нахлынувших чувств она с трудом смогла поблагодарить гостей. У нас была информация, что он погиб и без вести пропал. И всячески все организации были подняты, мы всячески мониторили, и в итоге пришла информация, что тело нашли. Семью погибшего военнослужащего представители военного комиссариата и органов власти пообещали всячески поддерживать. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.